Уфе прошел первый арктический семейный форум «Родные любимые». Приполярье стало местом встречи и объединения семей из разных муниципалитетов Республики Коми, представителей многочисленных общественных организаций, социальных учреждений, Госсовета региона и городской администрации. На базе гимназии номер 2 и Центральной библиотеки были организованы образовательные и просветительские модули, посвященные семейным ценностям, сохранению и укреплению института семьи. Главным организатором мероприятия выступило общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи «Движение первых». Сама суть форума и его основной посыл, для чего он организуется, это форум семей. Он недаром называется «Первый», потому что мы организуем как движение первых, но это в то же время игра слов, потому что мы, раз сказали «Первый», значит, очень сильно надеемся на то, что он будет не последний, как минимум будет второй, третий. И будем рады, если поддержит администрация, чтобы вот эта площадка города МТА для подобного мероприятия стала традиционной. Мы будем только очень рады этому. Семейное сообщество «Родные любимые», которое как раз вот является одним из направлений движения первых, было создано уже с момента основания нашего движения. На сегодня движение первых – это самая крупная молодежная, детско-юношеская организация по всей стране, уже более 5 миллионов участников. И было понятно, что без родителей ни одна организация, которая работает с детьми, не может самостоятельно существовать. И по инициативе активных родителей, которые вовлечены и интересуются тем, чем занимается их ребенок, сформировалось вот такое сообщество. Оно работает в масштабе всей страны. Республика Коми не стала исключением. В конце прошлого года мы создали рабочую группу, которая уже определила план работы на этот год. И здесь такой, наверное, важную, главную скрипку играет как раз не административная часть, да, меня как руководителя движения, а именно активное сообщество родителей. У нас есть в этом плане лидеры из Сосногорск, семья Коросок, которые и занимаются модерированием нашей площадки в ВК, то есть такой платформы для общения. Ну и вот то, каким образом будет проходить сегодняшний форум, событийный, это сценарный ход, да, и там мероприятия, которые в рамках форума будут освещены, это тоже было предложено активными нашими родителями. И на сегодня, вот в церемонии открытия вы могли видеть, у нас из 9 муниципалитетов приехали семьи. Это география практически всей республики с севера на юг. Очень радует, что нашли возможность, конечно, здорово, что приехали. Самый главный посыл – это вот как раз создание сообщества. То есть мы сейчас не говорим о каких-то изменениях в программе, мы не говорим о каких-то новых мероприятиях. Мы сейчас, наша самая главная задача – сформировать сообщество. То есть сообщество – это когда у нас единомышленники, люди, которые преследуют и, самое главное, понимают цель движения. Они понимают, что каким образом движение может быть полезно в формировании, воспитании их детей. И вот здесь мы, конечно, очень рады, благодарны, что вот родители, они, по сути, вот эту осознали роль, наверное, тоже руководителей в этом плане этого направления движения, что они не ждут, когда будет спущено что-то сверху от администрации либо от регионального отделения, а они сами формируют то, чем будет заниматься движение. И вот эта площадка и сам форум, это как раз тоже было одно из предложений. Мы понимали, что хочется провести в первом квартале, чтобы так дать старт и году семьи в Республике Коми, в Российской Федерации. И вот такое сообщество у нас сформировалось. Здесь и родители, и многодетные семьи, и активные родители. Также в движении и вообще и в семейном этом направлении, нашим родные любимые, мы готовы видеть не только многодетные семьи, но и семьи, в которых, может быть, неполные семьи, да, тоже им всегда найдется место, готовы услышать, потому что есть свои сложности, да, мы тоже готовы, во-первых, услышать их, да, во-вторых, чтобы, наверное, совместными усилиями понять, как их можно решить. Но и самое главное, что в движении не только дети и родители могут участвовать. Мы очень рады будем, если к нам присоединятся и бабушки, и дедушки,
и дяди, и тети. Поэтому призываем всех для того, чтобы активно участвовали в жизни своих детей, вступали в движение и помогали нам быть интересными для наших детей, то есть вкладывая свои усилия или внося свои предложения. Для этого у нас есть площадка, группа в сообщество на странице ВК, называется «Родные любимые Республика Коми». Подписывайтесь, будем рады всех видеть. И, как уже сказал, готовы и открыты к предложениям. Ежегодно отделение общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» расширяется. В организацию вступают не только дети, но и родители с активной жизненной позицией. Мамы и папы принимают участие в общественной и культурной жизни своих населенных пунктов. Вместе с детьми занимаются добровольческой деятельностью, творчеством и спортом. Приехали из города Усинска, это деревня Новик-Бож. Мы приехали всем составом. У нас большая многодетная семья, 3 детей. Я работаю в школе, муж у меня пожарный. Мы издавна чтим народные традиции, поэтому вот это из поколения в поколение передаем и подрастающим деткам нашим. Мы любим народные традиции, мы любим волонтерство, семейное волонтерство. Мы очень любим также семейные путешествия. Это наше любимое хобби, и при любом удобном моменте мы находим возможность для того, чтобы совершить хотя бы небольшое, но путешествие по нашей необъятной большой России. Хотела бы от всей души поприветствовать вас, что вы нашли время, смотрю, с южных регионов, с южных районов нашей республики приехали семьи замечательные. Хочу поприветствовать вас на этом прекрасное мероприятие, действительно первый семейный арктический форум в год семьи, объявленный нашим президентом. И наша родительская ассоциация, конечно же, в первую очередь ставит перед собой задачи сохранения и укрепления института семьи, материнства, детства. Это во многом сопряжено с новым направлением движения первых, родные любимые. Очень большой объем работы был проделан движением первых в этом направлении. И я уверена, что не только этим годом будут охвачены все семьи и все наши мероприятия, но и в дальнейшем вопросы развития и поддержки семьи, семейных ценностей, семейных традиций должно стать самой главной основой развития нашей республики, нашего общества, нашей страны. Поэтому я хочу от всей души пожелать всем комфортной, плодотворной работы, новых знакомств, обмена опытом. Я надеюсь, что мы еще с вами неоднократно увидимся на разного рода площадках и мероприятиях нашего и этого города, и нашей республики, и, возможно, нашей страны. В год семьи, объявленный президентом России Владимиром Путиным, во всех уголках нашей страны будет организовано и проведено огромное количество различных мероприятий, посвященных семейным ценностям. Депутат Госсовета Республики Коми Елена Иванова рассказала о деятельности регионального отделения Национальной родительской ассоциации и почему площадкой для проведения первого семейного форума была выбрана именно ИНТА. Сегодня вопросам развития арктических территорий должно уделяться, на мой взгляд, максимально большое внимание, потому что люди, проживающие в крайне суровых условиях, заслуживают такого большого внимания к себе. То, что первый семейный форум проводится именно на этой территории, я считаю, что мы должны показать, что не только Сыктывкаром богата республика, но и сегодня крайне важно уделять большое внимание именно развитию и северных территорий, и сельских территорий. И здорово, что мы сегодня находимся здесь в Инте. Я вообще в Инте первый раз, и меня очень радует приветствие, радушие всех организаторов, благодаря которым я сегодня здесь оказалась. Какие цели ставит перед собой этот семейный форум? Вообще, на самом деле, очень много мероприятий у нас проводится в нашей республике, в нашей стране, которые направлены как раз-таки на поддержку и развитие институтов семьи, семейных ценностей, материнства, отцовства. Я считаю, что чем больше таких мероприятий будет проведено, тем больше сплочения наших семей, чем больше сплочения наших семей будет выявлено на такого рода мероприятиях, тем крепче будет наша республика, тем крепче будет наша страна. Деятельность нашей ассоциации в том числе направлена на родительское просвещение. Сегодня родителям очень важно понимать, каким образом воспитывать наших детей. Большие трудности сегодня возникают между родителями,
между школой и между детьми. И вот общественные организации, как Родительская ассоциация, Движение Переход, их сообщество «Родные любимые», Советы отцов, они как раз-таки направлены на то, чтобы укрепить вот эту взаимосвязь, для того, чтобы было меньше конфликтов, для того, чтобы более комфортные условия для наших школьников, для наших родителей и для наших педагогов были созданы вот в нашем сообществе. Ну, потому что действительно проблем достаточно, и вот мы все хотим, чтобы этих проблем было как можно меньше. Национальная родительская ассоциация – это объединение профессионалов, общественных деятелей, всех, кому не безразлична судьба семейной политики в России. Главная цель организации – быть полезной для каждой семьи, к какой бы категории она ни относилась. Задача ассоциации – обеспечить эффективное сотрудничество общественных и государственных структур, участвовать в формировании политики в интересах семей, конкретных программ и законов, выступать с инициативами в области семейной политики, защиты интересов семей с детьми, материнства, отцовства, профилактики социального сиротства. В республике работают республиканские консультационные центры. Первый консультационный центр создан при Коми-республиканском институте развития образования. Он как раз-таки направлен на вопросы методологической, психолого-педагогической помощи нашим родителям. От Национальной родительской ассоциации работает проект «Родительская среда». По средам абсолютно любые родители могут онлайн подключаться. Несмотря на то, что центр находится в Сыктывкаре, но они онлайн могут подключаться к лекциям, если у них возникают какого-либо рода вопросы, там, взаимоотношения с ребенком, взаимоотношения в семье, может быть. Бывает, что семьи неполные, то есть вопросов достаточно много, и многие не знают, к кому обратиться. Обращаться к психологам не так много у нас специалистов в этой теме. А вот с помощью таких вот онлайн-встреч это все можно. Второй момент. Очень много внимания сейчас у нас уделяется вопросам информационной безопасности детей и молодежи. И не только детей и молодежи, но и родителей, но и педагогов. Педагоги не всегда могут квалифицированно объяснить, то есть как правильно вести себя в социальных сетях. Да даже мы, родители, вот я сама как родитель, понимаю, что определенные угрозы стоят перед нашими детьми. А как сработать на опережение, как бы прийти к тому, чтобы предостеречь наших детей, чтобы они не стали вовлечены в какие-то деструктивные группы. Для этого у нас работают и специалисты регионального центра информационной безопасности детей и молодежи. И мы, как Родительская ассоциация, работаем с этим центром. Мы приглашаем этих специалистов на мероприятия в школы, в гимназии, которые работают как с детьми, так с родителями, так и с педагогами. Они работают на своем тонком профессиональном уровне. И у них тоже проводятся онлайн-школы, онлайн-встречи, онлайн-родительские собрания. Эти инструменты сегодня тоже крайне активно и популярно используются. В ходе пленарного заседания, прошедшего в гимназии номер 2, приезжие гости рассказали о деятельности регионального общественного движения Совета отцов Республики Коми, а также Центра консультирования родителей в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта образования. Спикеры напомнили о мерах господдержки, предусмотренных для семей, проектах регионального отделения движения первых и ответили на интересующие вопросы участников форума. Мы работаем по 3 основным направлениям. Первое – это родительское просвещение. Второе – это родительская экспертиза. И третье – это родительское творчество. У нас активные люди, активные везде. И также, собственно говоря, родители. То есть, если активные у нас родители есть на своих рабочих местах, они же активные у нас и родители своих любимых детей, они же активные участники, больше чем уверена, у себя на местах. Вот сидит прекрасная девушка с Усинского района, правильно ли я помню, да, Людмила, на век Божий, да. Очень приятно мне видеть сегодня в стенах этого зала. Дело в том, что Людмила стала победителем республиканского конкурса «Лучшая малокомплектная школа». И я как член жюри от Родительской ассоциации принимала участие. И мне очень приятно видеть, что вот наши родители сегодня активны не только в своей семье, не только в продвижении своих семейных традиций и ценностей, но также поддерживают не только свою любимую малокомплектную школу, но и все село. На таких людях держатся наши села, наши города. Я очень рада, что действительно сегодня здесь собралось активное сообщество. Хотелось бы, конечно, чтобы нас было как можно больше, но тем не менее. Вот что касается родительского творчества, Родительская ассоциация, она в том числе посредством тесного сотрудничества с Коми-республиканским институтом развития образования, мы принимаем участие в поддержке развития достаточно большого количества
конкурсов, которые сегодня проходят у нас в Республике Коми. Это воспитатель года, это учитель года, это вот классный, читающий мама, читающий папа, читающая республика. Вот с Андреем Вячеславовичем мы с прошлого года тоже стали вместе главными партнерами республиканского конкурса социальной рекламы «Добро вместе». Мы, как от родительской ассоциации, поддерживаем всегда номинации в поддержку развития семей, семейных ценностей. У Андрея Вячеславовича тоже была в этом году своя номинация. Ну, вот это что касается родительского творчества. Родительская экспертиза – это такое специфическое направление. Не все родители принимают участие, может быть, ну хотя, может быть, и многие, в части контроля за процессами, которые происходят с нашими детьми в образовательных организациях. Это, конечно, качество школьного питания, это качество и строительство новых и капитальный ремонт новых строительных объектов. Это вопросы контроля детского отдыха. И в том числе, я вот в том числе как депутат, у нас также ежегодно проходят акции по родительскому контролю в части соблюдения прав наших детей в период летней оздоровительной кампании, когда наши дети находятся в детских оздоровительных лагерях, и мы вот с определенными десантами выезжаем на эти детские территории, смотрим, как у нас созданы условия для наших детей в период летней оздоровительной кампании. Ну и, конечно, основное вот направление вот родительской ассоциации – это родительское просвещение. В этой части мы работаем очень плотно, в первую очередь, с нашими отраслевыми министерствами. Министерство образования и науки Республики Коми, Министерство труда, Министерство труда, занятости и социальной защиты населения, то есть в части поддержки наших семей. Это, конечно же, наша организация партнеры, Общественная палата, Движение первых, у нас сейчас заключено соглашение, Совет отцов Республики Коми, Союз женщин Республики Коми, Сыктывкарский государственный университет, Сыктывкарско-Воркутинская епархия. То есть очень много мероприятий происходит, в том числе вот, среди наших организаций партнеров, где мы вот совместно, в том числе как и сегодняшний форум, мы принимаем участие. Пока взрослые обсуждали серьезные вопросы, для детей работали интересные площадки. В одном из кабинетов образовательной организации развернулся центр управления. Ребятам необходимо было решить несколько поставленных перед ними задач, продемонстрировав нестандартное мышление. Для самых маленьких участников форума была организована настоящая изо-студия, где малыши могли порисовать и отдохнуть. Программа первого арктического семейного форума «Родные и любимые» была насыщенной и разнообразной. В Центральной библиотеке прошел просветительский модуль в формате круглого стола на тему «Семейные ценности и подходы к воспитанию детей». Главная ценность – это любовь, это семья, это наши дети, и ничего важнее нет в этом мире. И вот крепкая семья, мы с вами об этом много раз говорили, что крепкая семья – это та ценность, которая объединяет движение первых, а движение первых – это ваши дети, и объединяет движение первых и родительское сообщество. Я еще раз хочу вам напомнить, что наше родительское сообщество, оно ведь не возникло как какая-то искусственная структура, да? А это потребность родителей, чьи дети в движении, родителей, которые хотят знать о движении, потребность общаться, обмениваться опытом, потребность делиться своими традициями. И вот сегодня у нас первая часть с вами была такая, пленарное заседание, она больше официально была, вы узнали о возможностях, которые предоставляются нашей Республике Коми для семей, это только часть была. Тех возможностей, которые у нас действительно есть, и которые нашим государством и руководством Республики Коми организуются для наших семей, для того, чтобы семьи оставались в республике, для того, чтобы они были, как Елена Сергеевна сказала, здоровыми, для того, чтобы они росли на правильных ценностях. Мы вот об этом с вами поговорили, а сейчас у нас такой формат круглого стола.
Мы приехали из Троицко-Печорска, Троицко-Печорский район, Республика Коми. Наша семья состоит из 5 человек. На данное мероприятие мы планировали приехать все вместе, но, к сожалению, сына не отпустили с института, учится сегодня. А папа у нас работает вахтой далеко, поэтому тоже было проблематично приехать. Поэтому я приехала с дочерью и с младшим сыном. Наша семья очень активная. Конечно же, спорт это у нас на первом месте. Занятия лыжами. Занятиями лыжами занимались мои родители, но они были, скажем так, любителями, гуляли на лыжах, а когда уже появилась наша семья, мы стали профессионально заниматься лыжами. Дети занимаются в спортивной секции несколько лет, выезжают на соревнования. Ну а мы с мужем их поддерживаем, тоже участвуем. Конечно, на республиканских соревнованиях мы с мужем не участвуем, но ездим вместе с детьми, поддерживаем их. Мы приехали из села Уссыльма. Это старинное село на реке Печора. Так, состав нашей семьи – папа, мама и 3 детей. Двойняшки Кирилл с Кристиной и 2-летняя Ксения. Ксения осталась дома, так как поездка, получается, в город Инту не совсем таки легкая и длительная, поэтому мы оставили ее дома. Наши семейные традиции – это вот наш наряд уссыльмский, да? У нас есть такой большой праздник Горка, который проходит у нас каждое лето. Это довольно-таки очень огромный, да, обширное мероприятие. И мы прививаем своих детей ходить на этот праздник, одевать наш наряд, участвовать в этих хороводах, да, изучать фигуры вот эти сложные, чтобы наши дети знали нашу уссыльмскую горку и наши традиции. А еще также в нашей семье есть такие традиции, которые достались нам от наших предков. Охота, рыбалка. Наш папа вывозит на охоту, на рыбалку, всей семьей. Все дружно мы ездим на зимнюю подледную рыбалку. Летом с удочкой мы всей семьей ездим. Можем поехать за 100 километров на охоту с папой. Просто утром встать в 5 часов и поехать. Это нам для души. Дети наши называют это пикник. Недавно в Инте тоже было сформировано родительское сообщество «Родные любимые». В его состав вошли активные семьи, которые занимаются творчеством, спортом, волонтерством, патриотическим воспитанием, экологическим просвещением и другими направлениями. Председателем местной организации избрана Виктория Терентьева. Для более эффективной работы на одном из собраний, которое провели мы недавно, родителями был избран президиум сообщества «Родные любимые». Был утвержден список ответственным по 5 направлениям. Первое направление – это у нас патриотизм и историческая память. Ответственная у нас Алевтина Викторовна. Она провела уже не одно мероприятие, не один мастер-класс. Алевтина Викторовна проводит мастер-классы с детьми по изготовлению блиндажных свечей и отправляет их на зону СПО для наших ребят. Вот это очень хорошее мероприятие. Второе направление – это спорт. Спорт – это у нас ответственный Николай Леонидович. Николай Леонидович, он очень активно наших детей привлекает ко всем спортивным, как говорится, мероприятиям, которые проходят у нас в городе. Постоянно выводит их на массовые катания, постоянно какие-то проводит интересные формы, проводит с ними по воспитанию. Итак, следующий здоровый образ жизни – это у нас ответственная Наталья Васильевна. Сразу переходим к следующему. Медиа и коммуникации. Это ответственная Ксения Солнышкина, но я почему-то ее тут не нашла. Она в числе организаторов. Да, она у нас не сейчас. только ответственная по медиа и коммуникации, она еще волонтер. И 5 – это экология, охрана природы, ответственная Наталья Банчковская. Но, к сожалению, сегодня она не смогла участвовать, принять участие в форуме, потому что они уехали с семьей. Но по
помимо того, она постоянно в сети интернет снимает, выкладывает ролики о эко-привычках, о их важности. Движение первых объединяет детей, родителей, представителей различных учреждений и организаций. Мамы и папы проявляют себя в общественных делах не менее активно, чем дети. В последнее время проводится огромное количество совместных мероприятий. Я вступила в движение первых в начале этого года, когда перешла в новую школу, в лицей номер 1. Я вступила в движение первых с целью показать себя, потому что это отличная платформа и, скажем так, возможность для детей показывать себя и также участвовать в всякой деятельности разнообразной, также волонтерствовать, что немаловажно, потому что это помогает детям объединяться в группы, и это объединяет всех детей разных возрастов в одну единую команду. Движение первых именно города Инты активно принимает участие в разных республиканских конкурсах. Например, недавно мы ездили от Инты на ВДНХ, прошли отбор, и также я знаю, что недавно наши ребята с города Инты прошли на республиканский форум и прямо сейчас находятся в городе Сыктывкар на этом форуме. Пошел я в движение первых, чтобы развиться, как-то понять, какая профессия мне больше подходит, чем я буду заниматься всю свою жизнь. Вступил буквально год назад, занимаюсь, как и все ребята, участвую в мероприятиях, очень часто попадаю куда-то. Вот как сейчас проходит мероприятие, тоже очень интересное. Интинцы наши участвуют в этом мероприятии. Всех ждем. Движение первых стремительно развивается и объединяет все больше детей и взрослых. Но даже самым активным и самостоятельным ребятам важна поддержка мам и пап. И движение первых дает возможность родительскому сообществу активно включиться в совместную работу с детьми, быть рядом, помогать в реализации самых разных инициатив. Родные, любимые, родные, любимые, родные, любимые.